Идемте. Я его видела. Он только что вошел. Вы точно видели, что он зашел? Я точно видела. Я же вам говорю, я точно видела, как он вошел. Он вошел вот через эту дверь. Проверим, спасибо. Рахимов, проверьте комнаты. Саидов, ты со мной. А вы, пожалуйста, сестренка, выйдите на улицу. Мы вас потом позовем. Хорошо. Я капитан Зубайт Саидов. Нам позвонили. Кто вы и что вы здесь делаете? Я... Не двигаться. Руки за голову. Я... Руки за голову. Я что говорю? Не шевелись. Двинешься, выстрелю. Я не убивал ее. Это кто-то другой. Я только пришел. Она уже была мертва. Разберемся. Кто ты такой? Спрашиваю. Я здесь работаю. Работаешь? Кем? Я с ней разговаривал. С тобой все понятно. Рахимов. Да, я слушаю. Прочешите первый этаж. Он мог быть не один. И вызови ребят. Почему вы мне не верите? Здесь кто-то был до меня. Спросите у соседей. Мы уже их спросили. Они все рассказали. А самое главное, ты пойман на месте преступления. Нож в теле несчастной видишь? Как ты думаешь, чьи на нем отпечатки? Такая красивая. Как ты мог? Ножом в такое тело. Стой, стой, гад. Стой. Задержите его. Рахимов. Саидов. Держите его быстрее, чтобы не убежал. Быстрее. Стой, я тебе говорю. Стой, буду стрелять. Давайте, пошевеливайтесь. Быстрее. Гони быстрее. Быстрее, быстрее. Ты с той стороны. Куда он подевался? Черт побери. Нигде нет его. Поехали. Ой, ой, Господи, да что же это такое?
Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, мне, пожалуйста, бинт и чего-нибудь А обеззараживающее. что именно вам нужно? Не знаю. Вам лучше знать. Хорошо, сейчас. Вы ранены? У вас есть бинт и лекарства? Да, конечно, сейчас. Может быть, вам нужна помощь? Постойте. Послушайте. Рану надо обработать. Я все-таки медик. Может, я смогу помочь вам? Ты что ко мне пристала? Что тебе надо? Я вас узнала. Вы у нас часто лекарства покупаете, в основном детские. И что? Одну минуту, сестренка. Простите, вы сказали, что можете помочь? Знаете, я с лестницы упал и поранился. Может быть, посмотрите? Да, конечно. Давайте зайдем в аптеку. Там все есть. Пожалуйста, заходите. Проходите. Ну вот, даст Бог, выздоровите. Спасибо. Меня зовут Фарангиз. А меня Саид. Сколько я вам должен? Ничего не надо, выздоравливайте. Начальник. Поехали. Алло? Слушаю. Я в магазине. Ой, простите. Что-то потерял, друг? Нет. Идиот. Кто научил тебя так работать? Лопух. Штаны подтяни. Ты бы еще арбузы в карманы напихал. Мой тебе совет. Уходи из профессии. Это не твое. В следующий раз попадешься, уши оторву. Понял? Понял. Нет, ты не понял. Еще раз спрашиваю, ты понял?
Да, понял. Давай, двигай вперед. Подтяни штаны. Слушай, ты. Всем скажи, эту точку взял Толипчака. Чтоб сюда никто не думал соваться, понял? Вы Толипчака? Да, собственной персоной. А теперь проваливай отсюда. Давай, вперед. Пошел вон отсюда. Иди прямо. Вы действительно Толипчака? Да, я же сказал, проваливай. Уважают. Повезло тебе, парень. Спасибо. Отделался неглубокой раной. Кто так стреляет? Ты так говоришь, как будто тебе жалко, что он промахнулся. Надо Малике позвонить. Рассказать ей обо всем. Нельзя. Ничего не могу понять. Что за девицу двойника Ситоры я встретил в ресторане? Кто она такая? Слушай, а может, она еще кого-нибудь на это дело подрядила? Так почему она меня не предупредила? На всякий случай она подстраховалась. Если бы ты не сделал это, сделал бы другой. Пока не найдут настоящего убийцу, я буду под подозрением. А зачем искать убийцу, когда он уже найден? Но я не убивал. Можешь доказать? Это должны доказать они. Они? Они давно уже все сделали. Есть готовый клиент в комплекте со своими уликами. Дело закрыто, встать, суд идет. Толип, это не шутки. Если ты не убивал, значит, это сделал кто-то другой. А раз этого другого никто не собирается искать, значит, его должен искать ты сам. Как? Вот так. Ну что, а? Это работа специалистов, Толип. На сегодняшний день их работа найти тебя. Ну ладно, давай по порядку. Что ты знаешь об этой Ситоре? Ну, она инвалид, прикована к постели, дочь богатых родителей, друзья, знакомые, враги. Мы никогда не говорили об этом, откуда я знаю? Кого ты еще встречал в ее доме? Не знаю. Мы всегда общались наедине. Плохи дела? Даже не за что зацепиться. Вот тебе результат бесед наедине. Да, но вот еще что. Каждый раз, когда я приходил к ней, там на улице всегда тетки сидели. Они наверняка видели кого-нибудь. Ну вот, уже кое-что. Ну вот с этого и начнем наше следствие. Ну вот, теперь я пойду побеседую с этими тетками наедине.
Может быть, это даст какой-нибудь результат? Толиб, послушай, может, не будешь вмешиваться в эту авантюру? И без того ты мне так помог. Я благодарен тебе. Да ладно, завязывай. Я никогда не забываю добро. Продукты в холодильнике. Двери никому не открывай. Мало ли что. Ладно, я пошел. А на первый взгляд такой спокойный парень. Да, спокойный, очень Большое спокойный. спасибо всезнающей тетушке. Вы очень помогли доблестной таджикской милиции. Будьте Спасибо, мы здоровы. очень рады. идомаи барномаи паёми рӯз тамошобинони гиромӣ ба ин эълон таваҷҷӯҳ намоед. Шаҳрванд Фаридун Амонови 27 сола мувофиқи моддаи 104 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон ба куштори Нигора Салимова гумонбар дониста шуда дар ҷустуҷӯи милитсия қарор дорад. Нафароне ки аз макони будубоши гумонбаршуда хабар доранд ба рақами 02 занг зананд. дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии мо ба анҷом мерасад. бароятон танҳо хабарҳои хуш хоҳам дод. Ну что, уголовник, выспался? Да, вздремнул немного. Картина такая. Дом этот действительно принадлежит богатым людям. Только вот никакой дочери-инвалида у них нет. Дом снимала некая Нигора. Нигора? Да. Сообразил? Красивая деваха с весьма сомнительной репутацией, вела разгульный образ жизни, мужики, иномарки, дорогие рестораны. Но что характерно, все это выделывалось на стороне. А вот к ней в апартаменты нырял только один мужчина. Обаятельный, интеллигентный мужчина. Темные волосы, ровные. Цветы ей даже приносил. Это никого тебе не напоминает? И в день убийства только он один к ней приходил. Он ее и зарезал. Значит, я тогда не обознался в ресторане? Но зачем все это? Кому это нужно? Теперь я и сам хочу в этом разобраться. Таинственная история. Вот еще что удалось выяснить. Это Ситора Нигора была членом элитного спортивного клуба Golden Gym. А где находится этот клуб? Где этот клуб? Там должна быть картотека с адресами клиентов. Вряд ли они дадут нам такую информацию.
Можно по-другому. Это как? Ну, выкрасть. Ты же сможешь. Эй, слушай, я что-то тебя не пойму. Что за эксперименты ты проводишь над моей психикой, а? То воруй, то не воруй. Толип, послушай, это для пользы дела. Ты должен меня понять. Ты это понимаешь? Это же не на всю жизнь. Как только все закончится, тогда... А, понятно. То есть, когда тебе надо, я должен бомбить клубы и банки направо и налево. Какие клубы? Какие банки? Какая разница? Воровство есть воровство. Хоть клубы, хоть банки. Послушай, постой. Ты будешь взламывать клуб или нет? Ну, конечно, буду. Ломать. Он уже по фене заработал. Я всегда подозревал, что ты уголовник. Всю жизнь мне исковеркал. Эй, Толип, постой. Толип, послушай меня. Давай, шевелись. Нет такой двери, которая не может поддаться мне. Я Чака, повелитель замков, величайший проникновитель, а ты взял и такой талант загубил. Хвостун. Давай, входи. Эй, Святоша, ты хороший человек. И поэтому я тебе прямо в лицо скажу. Зависть – плохое чувство. Понял? Запомни. Пошли. Эй! Давай, шевелись. В этом ящике мужики, а в этом бабы. Сейчас посмотрим. Давай, Чака, повелитель замков, проникни в лоно этого шкафа. Пониже давай. Если я не открою, то на свете нет такого человека, кто бы мог его взломать. Поверь мне. Что за система у этого замка? Никогда с такой не сталкивался. Эй, Чака, что? По-моему, этот замок не узнал тебя. Ничего, сейчас познакомимся. Если я не смогу открыть его, то никто не сможет открыть. Отойди в сторону. Ты видел и ничего не сказал?
Это тебе урок. Урок. Тоже мне учитель. Запру сейчас тебя в этом шкафу. Осторожно, исчезни. На. Эргашева Мавзуна? Урунова Нигора, она? Нет. Ахмадова Нигора. Она. Точно она. Точно, да. Ахмедова Нигора, улица Шамси, дом 12. Это кто? Вот мерзавка. Это кто? Твою мать, вот стерва. Да как ты смогла? Подожди, ты куда? Что за человек? И зачем только я полез к нему в карман? Жил бы сейчас, горе не знал. Ломай спортклуб, найди бабу и на тебя. Все бросает и уходит. Эй, это ты? Так вы одна банда? Нет. Ублюдки! Чем ты занимаешься здесь полночь? Чем занимаешься? Опять воруешь? Фаридун, беги! Стой! Вы куда? Видишь ключи? Больше не увидишь. Отпусти меня! Отпусти! Эй, ворюга! Стой! Эй, ворюга! Проклятая! Таких убивать надо. Она всю жизнь ненавидела меня. Всю жизнь. Но что ты сделал ей плохого? Она думает, что я недостоин Малики. Почему ты позволил жене общаться с нею? Почему ты так веришь женщинам? Они с детства были подругами. Я не мешал им. Толиб. Я и Малика одно целое, понимаешь? Я не могу жить без нее. Бедная Малика. Как она сейчас? Она тоже, наверное, не в себе. С ней надо поговорить. Так и так милиция прослушивает ее телефон. Откуда же с ней поговорить? Откуда? На. Звони. Алло? Алло? Малика? Фаридун, это ты? Да, это я.
Фаридун, где ты? Послушай меня. Почему не приходишь домой? Ну послушай меня. Никому не верь, слышишь? Никому. Как мне не верить? Все говорят, что ты убийца. Я тебе все объясню. Мне надо во всем разобраться. Уточнить. Ну как ты? Да, нормально. Умед постоянно спрашивает о тебе. Я не могу долго говорить. Как Умед. Все хорошо. Он постоянно спрашивает тебя. Поцелуй его за меня. Фаридун, возвращайся домой. Пожалуйста. Я люблю тебя. Не переживай. Все будет хорошо. Пока. Береги себя. Я буду ждать тебя. Я вырос в семье, где смыслом жизни было доверие. Мой отец всегда наставлял, чтобы я доверял людям, любил их. Делать добро людям – долг каждого человека, говорил он всегда. Как можно жить, не доверяя, Толиб? Спасибо. Я пойду. Куда? Домой. Побудь со мной немножко. Меня Пожалуйста. папа может увидеть. Мама. Мама, чего тебе? Где папа? Где папа? Почему он не приходит домой? Мама, Умед, иди к себе в комнату. Ложись спать. Не мешай мне. А вы чем занимаетесь? Мама, я же сказала тебе, иди в комнату и не мешай мне. Иди, сказала. Что стоишь? Слушай, ты побудь где-нибудь рядом, а я притащу ее сюда. Если что, поможешь. Хорошо? Хорошо. Иди сюда. Что ты делаешь? Отпусти Молчи. меня. Больно же. Иди сюда. Почему ты себя так ведешь? Весь офис на уши поднял. Что скажут люди? Люди? А раньше ты о чем думала? Я не понимаю, о чем ты. Ты все прекрасно понимаешь. Говори по-хорошему, что за игру ты затеяла? Какую игру? О чем ты говоришь? Я ничего не могу понять. Я говорю о твоей подруге. О Малике? Нет, о другой. Нигория, Ситория или сколько у нее имен. Какая Нигура? Перестань юлить. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Я все знаю. Это ты мне ее подсунула. Я не знаю никакую Нигуру. Оставь меня в покое, пожалуйста, иначе я вызову милицию, понятно? Того, кто ее убил, ты тоже не знаешь?
Что? Нигору убили? Кто? Значит, ты ее все-таки знаешь. Так? Ты не шутишь? Кто ее убил? За этим я и пришел сюда. Здравствуй, Зибо. Все Да, нормально? Шариф, все в порядке. Точно? Точно, точно, все нормально. Давай, топай. Не понял? В чем дело, парень? Проблемы? Не понял? Это у тебя проблемы. Ты с кем так разговариваешь? А ну-ка, иди сюда. Ой, Шариф! Шариф! Разнимите их! Помогите, Что здесь пожалуйста. происходит? Кто вы такие? Помогите, ребята! Да успокойся ты! Отпусти его! Отпусти! Шариф! Шариф! Стойте! Перестаньте! Что здесь происходит? Кто это такие? Извините, Нурали Шахобович, они ко мне. Это мои друзья. Что за друзья такие? Устроили здесь непонятно что. Извините. А ну-ка, быстро разошлись все по рабочим местам. Я что сказал? Шариф, идите займитесь работой. Это длинная история. Приходи домой, все объясню. Говори здесь, быстрее. Именно здесь. Говорю же, приходи домой, все объясню. Пока. Ты знаешь, где она живет? Да, здесь, недалеко. Алло? Эй, Фаридун, ты куда подевался? Я устал тебя искать. Все нормально? Лекарства нужны? Нет, пошли. Она живет здесь, на 3-м этаже. Точно? Не ошибаешься? Да, точно здесь. Пошли. Стой. Ментов нет. Лучше ты иди один. Я останусь здесь. Постою на шухере. Хорошо. Зибо? 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 Зибо?
Это опять ты? Не двигайся. Я вам все объясню. В этот раз не промахнусь. Я вам все объясню. Лицом к стене. Стойте. Ноги шире. Я вам все объясню. Руки назад. Пожалуйста, поверьте мне. Конечно, объяснишь. Куда ты теперь денешься? Но я этого не делал. Не делал. Ну-ка, повернись. Руки протяни. Это не я. Я вам все объясню. Что ты натворил в этот раз? А ну-ка, признавайся. Но я этого не делал. Поверьте, это не я. Почему ты так ненавидишь женщин? Почему вы не верите мне? Я не делал этого, поверьте. Что они сделали тебе плохого? Подонок. Ну-ка, иди вперед. У нас будет долгий разговор. Давай, пошевеливайся. Почему вы мне не верите? Открой дверь, я сказал. Милиция внизу. Давай наверх. Открой дверь, эй! Открой дверь, я сказал. Я кому сказал дверь открой? Куда они пошли? Наверх. Давайте быстрее. Пошли. Давай, давай, наверх. Стой, давай сюда руки. Потом. Когда потом? Летать умеешь? Давай, наверх. Пошли. Беги за мной. Стой. Задержите их! Держите их, я сказал! Пошел вон отсюда! Толип, беги! Беги, я сказал! Окружайте их! Вставайте! Идемте за мной! Отойди! Вниз! Стой здесь! Уважаемый Толип? Вы в нашем районе? Эй, ребята, Толибака здесь!
Да тихо ты, замолчи. Я ребятам сказал, чтобы они больше не приходили на вашу территорию. Да заткнись ты, пошел вон отсюда. Сачкуем. Вот они. Держите их. Быстрее. Быстрее. Давай сюда, сюда. Давай в эту сторону. Толибака, бегите сюда. Давай, давай. Быстрее. Быстрее наверх. Давайте окружайте их. Упустите, убью. Эй, в чем дело? Да пошел ты. Давай быстрее. Давай. Стой! Ну-ка, стой! Я тебе говорю, стой! Иди. Да елки-палки. Стой, стой, говорю. На тебе, получай.
Они убегают. Задержите их. Задержите. Что за дела? Хватайте их. Да? Они приехали на машине. Я сразу все понял. Один из них остановился у входа, а другой поднялся наверх. Спасибо тебе, Толип. Если бы не ты... Ну как они так быстро появились? Может, следили за нами? Слушай, ты так ничего и не понял. В каком районе находится дом, который снимала Нигора? В поселке Себзор. Вот. А где жила Зибо? Зибо? В 8-м микрорайоне. Ну? Там разные отделы милиции. Но в обоих случаях приезжал этот капитан Зубайд. Причем как будто специально ждал моего прихода. Молодец, парень, соображаешь. Думай дальше. Зибо подставила меня с Нигорой и думала избавиться от меня с помощью Зубайда. Мы ее вычислили. Она хотела нам раскрыть какой-то секрет, но ее вовремя убрали. И попутно подставили тебя по второму кругу. Теперь ты дважды убийца. Практически маньяк. Я и сам уже начинаю тебя бояться. А этим Зубайдом надо заняться. Что он от тебя хочет? Зибо уже нет. У кого теперь спросить? У Зубайда. У Зубайда? Да. Больше никого нет. Ты как это себе представляешь? Вот я подойду к нему и скажу: дядя Зубайд, прежде чем стрелять, скажи, кто стоит за всем этим? Так, что ли? Можно и так. Но я думаю, он вначале выстрелит. Я бы выстрелил. Ты уже 2 раза от него ушел. Он теперь твой кровный враг. Я видел, какой он матерый. Слушай, что ты мне голову морочишь? Сам говоришь, кроме Зубайда не у кого спрашивать. Не кричи. Ты чего кричишь? Надо будет кое с кем встретиться, поговорить. С кем? У меня есть один кореш, уже дослужился до подполковника. Вот такой человек. Мы с ним вот так. Если Зубайд и вправду в чем-то замешан, они сразу от него избавятся. Я ему верю. А ты сможешь? Поеду прямо сейчас. Такие вопросы по телефону не решаются. А мне что делать? Ты иди домой и дожидайся меня. Вы слышали, соседки, что произошло? Нет. А что случилось? Вы про Фирдавса? Нет, про Фаридуна. Из 2-го подъезда. Она говорит о муже Малики. Ну да. Ой, говорят, что он убил кого-то. Да нет, отрезал голову. Ужас. Да, кстати, у него, кроме Малики, еще 2 жены было. Да о чем вы? Какие жены? Он ведь нигде не работает. Наркобизнес, что ли? А как еще 3 жен прокормить?
Да не жена это, любовница. Богатая женщина. Нигде не работает, вот и завел себе женщину. Это Маликажи из бедной семьи. Да, из бедной. У моего мужа, братишка, работает в ОВД. Он этого Фаридуна подал в розыск. Он свою любовницу зарезал. К Малике уже сколько раз из милиции приезжали. Такой тихоня был, всегда здоровался. Все маньяки такие, никогда не поверишь. Вот Адолкин брат. Какой Адолки? Ну, Адолат тканями на базаре торгует. Ее брата в России посадили, 2 убил. 2? Да нет, поверьте. Ведь брат ее на «Газели» в аварию попал. Да какая разница, люди-то погибли. Эй, вы, мой папа не убийца. Понятно? Он не такой человек. Он хороший. Это вы плохие. Ой, моя поясница, ой, как больно. Да пропади ты пропадом со своим отцом. Ой, как больно. Мама! Мамочка! Да, сынок, ведь мой папа не убийца. Он не убийца? Скажите мне правду. Он ведь не убийца. Скажите правду. Ведь мой папа не убийца. Он не убийца. Непонятно, как он в органы пролез. Коллеги его недолюбливают. Начальство тоже. Поговаривают, что при первом удобном случае от него избавятся. Но пока зацепиться не за что. Пару раз он засвечивался в неблаговидных делах. И что? Мой человек поинтересовался у тех, кто был в дежурке в момент убийства Нигоры, и выяснил, что звонка на пульт дежурного не поступало. Кто-то звонил на мобилу Зубайду, и тот сам выезжал на задержание, хотя его дежурство уже закончилось. Значит, все было заранее подготовлено? За тобой следят. Как только ты подходишь к дому Нигоры, звонят Зубайду, чтобы ты был пойман на месте преступления. А чтоб все было чисто, он специально меня провоцирует на побег. Теперь ты понимаешь, как тебе повезло. Ты не должен был остаться в живых. Но кто звонил Зубайду? Зибо? Вполне возможно. Зачем? Я понимаю, она меня не любила. Но придумывать из-за этого такую мудреную операцию...
Ты подозреваешь кого-нибудь еще? А враги? Может, ты кому дорогу перешел? Кому? Разве что тебя с пути сбил. Я тебе потом отомщу. А пока все, кто замешан в этой игре, по очереди погибают. Остается один Зубайт. Ты хочешь его прижать? Я? Ты его видал? Он большой и с пистолетом. Мы должны воевать по-американски. Это как? Бесконтактная война. Мы будем следить за ним. Он хороший гуляка. Любит посидеть в ресторанах. Пойдем в клуб Челси. Толип, ты сказал, что мы едем в клуб Челси. А куда привез? Вот в этот клуб. Зачем? Чтобы приобрести машину. Что? Ты хочешь украсть машину? Конечно. Зачем тебе машина? Во-первых, мы не сможем преследовать Зубайда пешком. Во-вторых, это не воровство. Взять на временное пользование, на прокат, все равно без дела стоит. Таких машин в городе полно, в любом дворе. Бери, не хочу. Умный, да? Ты в эту науку со своими дипломами не лезь. В любом дворе. А если хозяин среди ночи куда-нибудь соберется? Или наоборот, домой от любовницы? А если они захотят отсюда выехать? Нет, я их хорошо знаю. В любом случае, до утра никто из них отсюда не выйдет. А как же ты тогда собираешься увезти машину? Очень просто. Тебе нравится эта машина? Нравится? Тогда смотри. Идиот! Ну, садись, поехали. Класс. Класс? Теперь понял, чего ты меня лишил, сволочь? В жизни тебе этого не прощу. Хорошая машина. Ему от нас не уйти. Сейчас встанем на дежурство у Челси. Если до утра не повезет, завтра придется брать другую машину. А эту? Что, хочешь, чтобы я тебе ее подарил? Нет, я просто спросил. Эту машину надо будет вернуть на место, чтобы хозяин кипиш не поднял. Да, правильно. Вернем на место и спокойно будем жить. В чем дело? Что им надо? Стойте! Стойте! Я вам говорю! Чего они хотят? Они хотят, чтобы мы остановились. Кто они? Толип. Хлопкоробы. Хотят, чтобы мы собрали им хлопок. Откуда я знаю? Ты же говорил, до утра никто не очухается. Я вам говорю, остановитесь! Эти очухались, значит, я ошибся.
О боже, вот мы и попались. Остановите машину. Толип, что будем делать? Успокойся, Фаридун. Как? Как успокоиться? Да не морочь мне голову. Почему ты меня не послушался? Замолчи. Я говорил тебе не трогать эту машину. Толип, мы попались. Теперь что будем делать? Не говори много. Приготовься. Сейчас нас будут бить. Бить? За что? Очень сильно. Прикрывай голову руками, а почки локтями. А за что они нас будут бить, Толип? Я не понимаю. Они никогда не объясняют. Приготовься. А где Хаджи? Где Хаджи? Хаджи? Да. Он там. Где? Отдыхает. Отдыхает? Он отправил нас за водкой. Что? Водка? Хаджи не пьет водку. Как же вам объяснить? Ну, у его собаки блохи завелись. Говорят, водкой можно вывести. Что? Разве у Хаджи есть собака? Да, есть собака. У Хаджи нет собаки. Есть! Рекс, соседский пес. Да. Извините. Извините, мы очень торопимся. Мы передадим Хаджи от вас привет. Извините. Мы торопимся, извините, пожалуйста. Хаджи. Да какой же Хаджи пьет водку? Я так растерялся, что не подумав, все, что пришло в голову, сказал. Простите меня, папа. Смотри, это он вышел. Пойдем за ним. Почему он водит так медленно? Не торопись. Может заметить. Центр едет. Что думаешь? Во всяком случае, не приближайся к нему. Может заподозрить. Тут точно что-то не так. А кто это там? Интересно, о чем они говорят? Эх, жучок бы к нему в машину поставили. Вышел. Что будем делать, Толип? Ты давай за этим в капюшоне. Узнай, кто он. А я за Зубайдом. Не засветись. Будь осторожен. Встречаемся у меня дома.
Смотри, это не тот Омонов? Стой! Остановись! Стой, я кому говорю? Стой! Кому говорю? Стой! Надо вызвать группу поддержки. Они побежали на улицу Джами. Быстрее, хорошо. Первый, база слушает. База, это первый. Преследуем подозреваемого в убийстве. Он бежит по улице Джами в сторону обувной фабрики. Нужна поддержка. Стой, я кому говорю, стой. Первый. Выехала группа поддержки. Нам нужна помощь. Стой! Вот проклятые! Стойте, я говорю! Стойте, я вам сказал! Собаки! Езжай налево, быстрее! Что, не обнаружили? Поехали. Алло, Зафар? Это я, Фаридун. Фаридун? Ты как? У тебя все нормально? Я в беде. Да, я знаю. Что произошло? Не сейчас, потом расскажу. Шашлык хочу, мам. Мне нужно немного денег. Ты можешь мне одолжить? Хорошо? Ты где? Я в кафе Насиба. Хорошо, будь там. Я через полчаса подъеду. Никуда не уходи. Хорошо. Спасибо вам большое. Извините, что побеспокоила вас. Пожалуйста. Эти дети ставят в неудобное положение. Ничего А ну, страшного. пошли. Саид. Саид. Фарангиз? Здравствуйте. Здравствуйте. Как рука? Заживает? Рука у вас легкая. Спасибо. Приходите, если надо. Буду рада. Хорошо. Почему-то сегодня мало транспорта, а я опаздываю на работу. Придется идти пешком. Заходите почаще. До свидания. Хорошо. Фарангиз, подождите. Да? Меня зовут Фаридун. Извините. Я запомню. Он в этой столовой. Будьте бдительны. Вы спасли меня второй раз. Черт побери. Пошли. А как тебе эта машина? А? Он куда подевался? Он здесь. Остановимся. Зафар? Это кто? Ты его знаешь? Как? Хорошо, будь там. Я через полчаса подъеду. Никуда не уходи. Может быть, дадим в газету объявление? Кто он? Говори же. Это Зафар.
Какой Зафар? Мой друг. Это мой лучший друг, понимаешь? Что их связывает с Зубайдом? За что? Я хочу это понять. Эй, ты куда? Давай сюда. Успокойся. Успокойся, Фаридун. Он тебя убьет, понимаешь? Я хочу взглянуть ему в глаза. Отпусти. Успеется, да погоди ты. Он никуда не денется. Сейчас этот урод уедет. Спокойно все вытрясем из твоего друга. Успокойся. Бежим! Беги! На каком этаже его квартира? На 3-м. Кто? Можно Зафара? Кто это? Меня Зубайд послал. Зубайд тебе забыл сказать. Давай спустимся вниз. Забыл? Да. Сейчас. Пошли. Идем. Ты? Что случилось? В чем дело? Вставай. Фаридун, в чем дело? Я тебя хотел спросить, в чем дело. А ну-ка, пошли отсюда. Давай, иди вперед, двигай. Постойте. Толип, куда? Во тьму. Поговорим о твоем сотрудничестве с Зубайдом. Какой Зубайд? Ты еще спрашиваешь? Фаридун, ты что делаешь? Мы же друзья с тобой. Я тоже так думал. Говори, негодяй. Что ты имеешь против меня? Ради чего ты делаешь это со своими дружками? Фаридун, я ни в чем не виноват, поверь мне. Толип, перестань. Фаридун, да если я перестану его бить, он ничего не скажет. Постойте. Фаридун, ты будешь говорить или нет? А ну перестань, перестань. Толип, перестань, Толип. Я здесь ни при чем. Поверьте, мамой клянусь. Поверь мне. Этот Зубайд позвонил, угрожал. Он шантажировал меня, грозился жене моей. У него фотографии есть, на которых я с бабами. Он хотел жене рассказать. Я ни при чем. Фаридун, он врет. Не слушай эту собаку. Не слушай. Поверьте мне. Ах ты собака. Собака. Толип, перестань. Послушай, да он же все врет. Что он хотел? Он сказал, что ты должен объявиться или позвонить. Говорит, тебе больше некуда деваться. Он хочет, чтобы я позвонил лично ему, как только ты появишься. И ты согласился? Да. Зафар. Зафар. Посмотри мне в глаза. Как ты мог предать лучшего друга? Как ты мог? Как ты мог предать меня, а? Ведь он угрожал мне. Как ты смел? Как ты смог? Кто убил этих женщин?
Ты. Фаридун, не верь этой собаке. Он же врет. Он сейчас позвонит Зубайду. Мне уже все равно. Поехали. Ты куда, Фаридун? Постой. Фаридун, прости меня. А ну, вылазь из машины. Почему? Давай быстрее. Что ты хочешь? Что ты собираешься делать? А этот Зубайд не джентльмен. Не понимаю. И девушку выбросил, и сумочку. Поехали. Подонок. Осторожно. Слушай, ты туда, а я сюда. Хорошо? Будь осторожен. Пошли. А, это ты преследуешь меня? Удивительная встреча. Не ожидал. Воистину, на ловца и зверь бежит. Ты знаешь, я тебя по всему городу ищу. Извелся весь. А ну-ка, вставай. Я не убивал этих женщин. Да что ты говоришь? А где доказательства? Отпусти меня, я найду. Отпустить? Отпустить? Может быть, тебе еще путевку в санаторий Зумрад подарить? А? А зачем ты следишь за мной? Говори. Я хочу найти убийцу. И ты это знаешь. Ну, предположим, знаю. И что? Идиот. Я убил непутевую Нигору и эту дуру Зибо. И что? Что ты скажешь? Ты? Руки
Руки за голову. Не шевелись, не двигаться. На этот раз я не промахнусь. Зачем? Пришлось. Зибо много болтала. Я не собирался ее убивать. Сама виновата. Хотя, честно говоря, ее смерть пришлась кстати. Повесили на тебя до кучи. А Нигора, почему она притворялась инвалидом? Что это за игра? Кому это нужно? Ты что, так ничего и не понял? Нет, ты скажи. Баран. Говори, почему ты за мной следишь? Где тот парень, что постоянно ходит с тобой? Говори. Ничего не скажу. Скажешь. Еще как скажешь. Я ничего тебе не скажу. Ты все равно меня убьешь. Конечно. Об этом и речи нет. Только вот убивать можно по-разному. В этом ты мастер. Убийца. Спасибо. Так. Так ты будешь говорить? Нет. Тогда получай. Вы арестованы, господин. Вот ордер на ваш арест. Всю жизнь мечтал менту это сказать. Представляешь, оказывается, мечты и вправду сбываются. Как ты? О, как он тебя? Что он тебе наговорил? Это он убил женщин. Я знал, что он фашист. Ничего. Сейчас мы все узнаем. А потом его здесь же и похороним. Толип, ты в прошлый раз ключи забыл. Толип. 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 Подлец, ты убил его. Он же сам только что сказал, что его мечта сбылась. А зачем человеку жить без мечты? Нет смысла. Подонок, ты убил его. Заткнись. Стой. Постой, я сказал. Стой. Стой. Кому сказал постой? Все равно никуда не убежишь. Стой.
Ты везунчик, Фаридун. Но любое везение рано или поздно заканчивается. А теперь молись, щенок. Толиб, держись покрепче. Лучше ты отпусти меня. Нет. Фаридун, держи крепче, Толиб. Мы оба погибнем, Фаридун. Отпусти. Нет. Не говори чепуху. Мы погибнем оба, Фаридун. Держись крепче, Толиб. Прощай, друг. Нет. Толиб. Толиб. Фаридун, Здравствуй. что с тобой? Ты весь в крови. Помоги мне снять рубашку. Что случилось? Что это? Пистолет. Я вижу. Откуда он у тебя? Это трофей. От одного нехорошего человека остался. Фаридун, ты меня пугаешь. Да что случилось? Уже все позади, родная. Принеси, пожалуйста, полотенце. Да, сейчас. Как хорошо, что я дома. Вот, возьми. Тебя искала милиция. Они говорили ужасные вещи. Что говорили? Сказали, что ты убийца. И ты им поверила? Конечно же нет. Еще они требовали немедленно сообщить им, как только ты объявишься. Если ты захочешь им позвонить, пожалуйста. Я не буду тебя останавливать. Ты что, с ума сошел? Как ты можешь такое говорить? Я нашел убийцу. Кто же это? Он мертв. Мертв? Ты убил его? Да. Зачем? Потому что он хотел убить меня. Ты не должен был убивать его. Ты что, его знала? Ты всегда думал только о себе. Вцепился в эту квартиру.
نفهمیدم. Я не понял. پس معلوم میشه Так значит, все это из-за квартиры? همه این واقعه ها خونه ایماست؟ 100 тысяч долларов. Ты хоть осознаешь, что это за сумма? این خونه از پدرم به Эта من квартира مونده. осталась мне от و отца. من هم میخواهم И که я این رو хочу با оставить ее پسرم своему میراث сыну. کنم. Да кому нужен твой отец? Он уже умер. Его нет. А твоему сыну нужно жить достойно. Понимаешь? И мне, твоей жене тоже. Я тоже человек. И у меня одна жизнь. Сколько можно жить в этой нищете? من گمان کردم که Я думал, что мы счастливы. خوشبختم. Это ты так думал. Но кому нужно такое счастье? Может, ты и был счастлив? А я? А Умет? ملیکا Малика, تو سخنهای ты говоришь دهشتناک страшные میگویی. вещи. Да я не могу больше молчать. Не могу. Мне надоело жить твоей жизнью. Надоело. ملیکا این حیات Малика, حقی ما. это наша жизнь. Нет, это твоя жизнь, не моя. А я хочу жить нормальной жизнью. Ты этого не хочешь? Это твое право. Но почему ты мешаешь мне? Я با تو خبر мешаю тебе жить? Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Ты все время твердишь, повторяешь и повторяешь. Я тебя люблю. Но все это слова. А на деле все иначе. В чем проявлялась твоя любовь? Только в сладких речах? Мужчину не слова делают мужчиной. آخر Я ведь من برای تو ради тебя согласился убить با آدمکشی человека. راضی شدم. میفهمی؟ با Понимаешь? آدمکشی Убить человека. Ты бы никогда не сделал этого. Ты не из того теста. Мы это знали с самого начала. ما Мы? Да, я и Зубай. Я готов ради тебя на все. Я знаю, в глубине души ты завидуешь ему. Но признайся в этом. Признайся, ты бы никогда так не смог. И знаешь, что самое страшное? Не было бы Зубайда, был бы другой мужчина. تو برای گناهایت Ты винишь меня в своих грехах? А ты что, святой? Ты нигде не работаешь. И мне не позволяешь работать. У меня нет свободы. Разве это правильно?
А когда появляется возможность заработать деньги, ты вдруг становишься принципиальным? Квартира моего отца и все тут. Нет, дорогой, не все. И из-за этого вы со своим любовником решили избавиться от меня? По правде говоря, это я все придумала. Зебо мне как-то рассказала о своей знакомой Нигоре, мечтающей стать актрисой. Все очень просто, Нигора. Тебе просто надо сыграть девушку-инвалида и постараться влюбить в себя мужчину. Это пару пустяков. Но зачем притворяться немощной? Не проще ли быть полноценной? Нет, я все продумала. Детали обсудим потом. А сейчас самое главное, чтобы ты согласилась. Ты согласна? Я согласна. Хорошо. Вот деньги. Спасибо. Но имей в виду, никто не должен об этом знать. Даже Зебо? Даже Зебо. Идея была простая. Она молода, красива, но инвалид. Ты проникаешься к ней какими-то чувствами. Часто ходишь к ней домой. Тебя там все видят. Потом, в один прекрасный день, незадолго до твоего прихода, ее убивают. Следом, при попытке к бегству, и тебя. А я впоследствии заявлю, что у тебя была любовница, и ты регулярно к ней бегал. Соседи это подтверждают, и все. Деньги мои. Но вот тебя понесло в ресторан, ты напиваешься, сталкиваешься там с Нигорой и чуть не проваливаешь весь мой план. Затем тебе каким-то чудом удается уйти от Зубайда. Но я никак не могу понять, как ты узнал, что Зебо знакома с Нигорой. Фаридун, почему ты так ведешь себя? Что случилось? Алло? Да, Малика. Что происходит? Только что здесь был Фаридун. Фаридун? Я в ужасе. Он говорит, что Нигора убита. Зебо, успокойся. Что ты ему сказала? Да ничего я ему не сказала. Он тут такое устроил. Еле его выпроводила. Фаридун вечером придет ко мне. Мы там встретимся. Понятно. Она сама виновата. Но ты и здесь всех переиграл. Как это не похоже на тебя? Ты знаешь, дорогой, я все-таки вызову милицию. Ты во всем признаешься? Да, конечно. Я расскажу им всю правду. Как ты убил свою любовницу, потом мою подругу, которая обо всем узнала, затем милиционера, который вышел на твой след, а затем и меня хотел убить из пистолета этого милиционера за то, что я отказалась тебе помогать. Я хитростью завладела оружием. Ты попытался его выхватить, и я случайно в тебя выстрелила. Ты выстрелишь в меня? Там, в соседней комнате, спит наш ребенок. Я уже 100 раз пожалела,
что он от тебя. Малика! Ой, мне страшно. Зубай все это устроил в милицейском обличье. Простите. Теперь ты никуда не убежишь от меня. Здравствуй, сыночек. Ну как, уроки закончились? Да, Молодец, пошли. Привет, профессор. здравствуйте, дядя Толик. Привет, а ну иди сюда. Проходи, сынок. Здравствуйте, дядя Икром. Здравствуй, Убит. Как успехи? Дядя Толик, вы знаете, а папа мне мобильник подарил. Az rosti? Да ты чё, серьезно? Kani А kani ну-ка yak покажи. nishon de? Ozi. Украли, Chi? украли, Неужели? украли мой мобильник. Вот сволочи. Ой, вот он твой телефон. На, возьми. Дурак. Chi khel nigo Не mekuni? смотри так. Man ham Я tu просто yakam провел урок личной безопасности. безопасности. Только для своих. Кори ту суати чанд? Тебе на работу когда? К Ман ба ту кор двум. дорам. У меня к тебе дело. Хорошо.
икром. Икром, да? همینجا نگاه دار. Остановись здесь. اومد رو راست به خانه بردم. Отвези Умеда домой. Хорошо. Эй, куда? Ну что за человек? Вечно убегает втихаря. چی انسان رو انسان Что делает человека человеком? اندیشه کرده توانستم Умение мыслить, غلط و ضعف خود رو اقرار کردم. признавать свои ошибки и слабости. ضعیف بودن عیب نیست. Быть слабым не стыдно. از همه بد Гораздо хуже не иметь в себе смелости признаться в этом این رو تغییر и не ندادن. пытаться что-либо изменить. نه همه کارها رو Все من ли я درست делаю انجام правильно? نتوانستم. اما قوه Но دارم есть ли во мне آن силы رو исправить اصلاح это? نمایم. Папа, смотрите, новый цветок распустился. برای رسیدن به آرزوی خود باید مبارزه بود. Нужно бороться и драться за свою мечту, за свое счастье. И даже если ты проиграешь в этой борьбе, утешением тебе будет то, что ты не опустил безвольно руки, надеясь на случай, а сам был хозяином своей судьбы. پایان همه گونه Всякая زمستان зима بهار است. заканчивается весной. مهمش این که Самое главное, я понял одно. و آسانی Не надо заключать договор с легкостью. درخت پیمان Это شکسته приносит горькие плоды. ثمره تلخ به بار خواهد آورد. Режиссер-постановщик Мухиддин Музафар. Продюсер Дилошуб Оривзода. Операторы Навруз Саидов, Бахтовар Сафаров. Композитор Зайниддин Каримов. Монтаж и спецэффекты Фархот Актор. На русский язык фильм озвучивали Магинбону Гасанова и Бахтер Кахаров. Звукорежиссер Фарух Маматов. Редактор Магинбону Гасанова. همه فاجعه انسانی شناختی کمکه که تمامی عمر کافی نبود جوهر بیشناسی همدمو هم نفسو هم نظر بیشناسی باور بیشناسی
کسی با ما داشت آخر از روی نقابش برداشت این آنست که بیشناختمش نه نباید که بیباختمش نه خیال است که غافل زی همه ساختمش شیشه ای باوری شکست شیشه ای باوری شکست شیشه ای باوری شکست شیشه ای باوری شکست ناشناسه که مرا راهبر است این ساعت دیگر از بندن نبیند راحت من دیگر من نیستم من دیگر زیر نقابم من کسی خوب بخوابم من برای نفر کشت مرا کاسه زردابم کاسه زردابم شیشه ای باوری شکست 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 شیشه ای باوری شکست